В бизнес Гульдары Шкуватовой пришла более 10 лет назад. Созданное ею в Уфе частное предприятие занималось организацией праздничных мероприятий, творческих вечеров, концертных программ, записью и распространением аудиокассет. Прибыльное дело можно было развивать и дальше, но Гульдара решила сменить вектор и все свои усилия направила в сельскохозяйственное русло. 3 года назад в деревне Яикбай Баймакского района она открыла цех по переработке молока. 2,5–3 года тому назад мы открыли небольшой цех молочной продукции в деревне Верхняя Яикбаева Баймакского района, в родной деревне моих родителей. И все, что там мы производим, корот, кадалеремсек, масло, эркетау, сыворотка от корот, все это мы поставляем в Уфу. И вот иногда приезжают сибайцы, баймакцы и говорят: слушай, а что вы в Уфе продаете, а у нас нет этого? И поэтому мы решили продукцию свою привезти в Сибай. Вот разместились около магазина «Сакмар». Продаем разливное молоко, но молоко натуральное. Вот как подоили, так и вывезли. Еще у нас есть танк-охладитель, охлаждаем. Все сертифицировано. Первоначально национальная молочная продукция – курот, красный творог, эркет – поставлялись только в Уфу, в сеть магазинов «Байрам». Недавно Гульдар с супругом решили открыть торговую точку и в Сибае. Вот уже несколько дней горожане присматриваются к ее новинкам. Мы вообще в основном специализируемся на корот. Корот – это удивительный продукт, он практически уникальный. И вот мы хотим производить шарики, корот, твердые шарики, чтобы люди могли, например, в сумочку положил, пошел, захотел пить – корот, захотел есть – корот. Между прочим, корот даже жажду утоляет. Это натуральный фистал, натуральный антисептик. Ну, сибайцам нет надобности об этом говорить, потому что у нас все знают, что это такое. В этом направлении у Гульдары Шкуватовой большие планы на будущее. Осуществлять их ей помогают мама и супруг. Бизнес, творчество не помеха, считает заслуженная артистка Башкортостана. И обещает очень скоро обрадовать и своих поклонников новой песней. Лена Кириллова, Гульсария Абилева, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.